Добрый день, дорогие наши постоянные партнеры, дорогие наши коллеги. Мы рады вас приветствовать в стенах смарт-библиотеки. Смарт-библиотека относится к центральной библиотечной системе. Сегодняшнее наше мероприятие, вебинар, который посвящен 90-летию Юрию Алексеевичу Гагарину. Вы все знаете, да, что сегодня День космонавтики, уже всемирный праздник, и поэтому мы сегодня проведем вебинар на базе Якутского регионального центра президентской библиотеки. Президентская библиотека находится в Санкт-Петербурге, и сегодня мы в течение часа вначале будем знакомиться тоже с нашими партнерами Малой академии наук, с коллегами чуть попозже познакомлю, да, предоставлю им слово, а после этого мы подключимся к самой президентской библиотеке Санкт-Петербурга, и там уже на прямом эфире мы будем видеть космонавтов, которые будут с космоса вещать, также присоединится внучка Юрия Гагарина. В общем, наше мероприятие сегодня должно быть интересное, познавательное для вас. Сегодня у нас в качестве аудитории курсанты Центра профессиональной переподготовки МВД. Это наши ребята, которые практически на всех таких масштабных мероприятиях, которые нацелены на патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической правды. Извините, вот форс-мажорное такое у нас сегодня событие, да, в Национальной библиотеке должно было пройти в историческом здании, но получилось так, что ушел свет уже второй день, и интернета у нас нет. Поэтому вот спасибо нашим коллегам из смарт-библиотеки, которые радушно приняли, и думаем, что даже вот здесь получше будет, на экране вам все это ближе. И, наверное, начнем наше сегодняшнее мероприятие. 12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут по московскому времени совершил первый в истории человечества полет в космос на корабле «Восток-1» Юрий Алексеевич Гагарин. Гагарин облетел земной шар и благополучно приземлился возле деревни Смеловка Терновского района Саратовской области. 14 апреля 1961 года указом Президиума Верховного Совета СССР Юрию Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Предлагаю вашему вниманию трехминутный ролик из фондов президентской библиотеки о космонавтике СССР. Павел, включается, да? Смотрим, пожалуйста, на экран. Утро 12 апреля 1961 года. Космодром Байконур. Гражданин СССР, летчик Юрий Гагарин, отправляется в первый рейс к звездам. Сбывается то, о чем люди мечтали веками. Главный конструктор отечественных ракетно-космических систем, крупнейший советский ученый, академик Сергей Павлович Королев, руководит полетом. Корабль «Восток» обогнул планету за 108 минут. Вижу Землю. Его покоряющая улыбка щедрого, открытого человека стала символом торжества разума и доброй воли. За 2 десятилетия советская космонавтика совершила огромный путь. Мы расскажем в нашем фильме лишь о некоторых этапах этого пути. Менее чем через 4 месяца после легендарного полета Юрия Гагарина стартовал в 6-й океан летчик Герман Титов.
Он сделал 17 витков вокруг земного шара, пробыв в невесомости уже целые сутки. А вскоре мир был изумлен еще одним известием. В космос устремилась первая женщина. Молодая текстильщица Валентина Терешкова заняла достойное место в семье первопроходцев Вселенной. Для народов обоих полушарий первые земляне, побывавшие в космосе, были самыми желанными гостями. Последовательно, шаг за шагом, накапливала советская космонавтика опыт, каждым экспериментом переступая грань, за которой неизвестность. С нового корабля «Восход» впервые Алексей Леонов вышел в открытый космос. Этот подвиг открыл дальнейшие пути освоения межпланетной среды. Космос стал частью жизненного пространства человечества. Через некоторое время космонавты получили универсальные корабли серии «Союз». Коллеги, вы знаете, что мы сотрудничаем со многими предприятиями, учреждениями, да, и по соглашению президентской библиотеки, конечно, это наши образовательные учреждения. И сегодня у нас спикерами выступают представители Малой академии наук Республики Саха-Якутия. И особенно хочется поприветствовать Барамыгина Николая Андреевича Забилер. Это представитель пресс-службы Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Также он является членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия. На прошлой неделе наш коллектив выезжал с экскурсией, которая была очень познавательная. Да? Мы выезжали в наш филиал Николаев-центр, который находится в селе Чапаево, это Хангаласский улус, между Тихтюром и Актемцами. Вот. Мы посетили Николаев-центр, это библиотека, архив нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Кроме этого, мы посетили удивительное место Малую академию наук впервые. Ребята, это закрытое учреждение, которое даже родители не пускают. Нам так сказали. Мы посмотрели это, ну вот как смарт-библиотека, такое же современное, уютное, очень красивое. Оснащенная техника, это просто совсем мы в другой мир попали, хоть мы из столицы, да, к вам приехали. Вот. И также мы еще посетили первый музей образования Хангаласского улуса, где учился также Михаил Ефимович Николаев. И первое слово я хотела бы передать Василию Климовичу Павлову, ректору Малой академии наук Якутии, руководителю космической образовательной программы. Пожалуйста, Спасибо. вам слово. Спасибо. Уважаемые курсанты, те, которые у нас по онлайн смотрят, участники сегодняшнего мероприятия, всех вас поздравляю этим замечательным праздником, который является Днем космонавтики, который мы празднуем в нашей стране. Также это Международный день первого полета человека в космос, который утвержден Объединенными Нациями, да, так сказать, ООНовский праздник. Так что всех вас поздравляю, это самый замечательный триумф человечества, который как раз состоялся в 20 веке, да, получается. Это действительно очень важное событие, большой шаг в развитии всего человечества. На самом-то деле мы должны быть очень горды тем, что мы на этой планете смогли собраться, сделать такое удивительное, как говорится, достижение, да, шаг вперед в технологическом плане. И с тех пор огромное время прошло, да, так сказать, уже много-много лет. И несмотря на это, тот прорыв сейчас он еще убыстряется, да, так сказать, технологическое развитие идет еще больше и больше, и до космоса, до космических программ дошли и мы, да, так сказать, люди, которые связаны с образованием, особенно с образованием таких вот
школьники, люди, которые занимаются общим образованием, да, так сказать, мы уже стали частью вот этого большого события, которое еще и продолжается сейчас и развивается дальше. То, что называется развитием космических программ. Дело в том, что за все это время достигнуто очень много больших достижений, стало обычным, обиходным для нас применение многих технологий. Это коммуникационные технологии, это технологии по, значит, навигации, да, GPS-навигация, ГЛОНАСС и прочее. Все, что используется сейчас очень обыденно, обычно для них, для нас это очень обычная вещь, но это все связано с огромными событиями, которые произошли как раз вот в 1961 году, то событие, которое мы сейчас празднуем. И вначале я немножко хотел рассказать о том, что из себя представляли мы, да, так сказать, люди, о том, что из себя представлял космос, как наши предки думали об этом. И ну вот мой портрет, дальше второй слайд. Значит, раньше люди представляли себе Землю совершенно плоской, да, которая почему-то считалось стоит на 3 слонах, которые стоят на спине огромной черепахи, которая плывет по Молочному океану. И жил где-то 25 веков назад, следующий слайд, Анаксагор, это такой известный философ, который не задался, а говорил такую интересную вещь. Да, он сказал: к вам могут подойти и прийти, значит, самые уважаемые к вам люди и говорить о том, что Земля плоская, и она стоит на спине 3 слонов, а эти слоны стоят на спине черепахи. Да, так сказать. Они могут это сказать вам миллион раз, но от этого это не станет правдой. Да? И дело в том, что никогда не верьте тому, что вам говорят, да, так сказать. Вы должны найти возможность все это исследовать, найти. И вот Анаксагор говорил так, да, так сказать. Например, он не верил, что Солнце это, значит, колесница, которая запряжена конями, и какое-то человекоподобное существо, значит, их гоняет по небосклону, да, так сказать. И оно настолько светлое и яркое, да, так сказать, что люди это называли гелиосом, особенно древние греки. А Анаксагор сказал: это, скорее всего, большой, очень горячий камень. И однажды произошло событие, да, так сказать, один метеорит, что ли, да, так сказать, днем врезался с огромным треском, шумом и упал где-то совершенно недалеко. Люди побежали и обнаружили, что это горячий камень. И все закричали: да, и солнца отвалился кусочек, и он оказался камнем. И Анаксагор, видимо, прав. И все побежали покупать его книги. Так, это была очень известная история. Все подумали, что Анаксагор очень даже говорит, может быть, правду. И потом у него спрашивали: да что из себя представляет тогда Земля? Он сказал: Земля это тоже камень, но он тоже огромный, но просто он камень, который не горячий, а просто прохладный камень, да, так сказать. А что из себя представляют вот эти звезды? Он говорит: звезды это те же самые горячие камни, но они расположены очень далеко. И они еще находятся в таком пространстве абсолютно пустом, да, так сказать. И с ними же вместе летают такие же темные камни, прохладные, да, которые он назвал похожими на Землю. И говорит, что их так много, может быть миллионы, может быть миллиарды. И их бесконечное количество. И они не находятся не приклеены к какому-то стеклянному, значит, небосклону, как раньше люди представляли. Следующий слайд. Да, и вот обычное представление людей того времени было то, что, значит, есть какой-то стеклянный свод, на котором висят эти звезды. Значит, идеи Анаксагора были фантастическими. Как это может быть так далеко и прочее. Когда его спросили, знает ли он, что он говорит: да, Земля круглая, а какой размер Земли? И он сказал какую-то невероятную цифру. И сказали: ну так не может быть, это слишком огромная цифра, не можем такое представить. А он говорит: это очень просто себе представить, потому что я здесь нахожусь в одно и то же время, например, днем, да, так сказать, и какой-то человек находится на расстоянии видимости, да, так сказать, но даже у него будет немножко значит, изменена тень, да, так сказать. И поэтому он, например, измерил, какой радиус Земли, какая
площадь Земли, да, так сказать, расстояние до середины Земли, диаметр Земли и прочее. И получилась гигантская цифра. Но этот человек жил 25 веков тому назад. Да, так сказать, это невероятная тема, как человек мог, не имея никаких инструментов, дойти до таких умозаключений. Но чтобы дальше развиваться, да, так сказать, понадобилось очень много времени. И в какой-то момент мы связываем события с космосом с именами очень известных людей. Это Константин Эдуардович Циолковский, простой учитель, который жил где? В Рязани, рядом с Калугой где-то, да, так сказать, учил там детей. И у него были мысли о том, что можно развиваться дальше, да, так сказать, и создавать очень интересные такие теоретические измышления о том, что можно совершить полеты между планетами, между такими расстояниями в космосе. И также для нас известны имена людей, которые как раз связаны с Якутском. Да? Например, был такой Юрий Георгиевич Шафер, да, очень молодой человек, который оказался здесь в Якутске до войны еще и открыл здесь планерную школу. Он думал, называется Ос-Авиахим. Да? Значит, идея была такая, что мы будем здесь обучать своих пилотов, они будут учиться летать и прочее, у нас будет своя авиационная школа. Потом он создал еще институт космофизики, аэрономии, это уже после войны. Очень интересный человек, своей вот волей, да, желаниями, интересом он создал здесь, абсолютно далеко от центра, да, провинции, в городе Якутске, такой замечательный институт исследования космоса. И на самом-то деле многие вещи, приборы, связанные, которые летали в спутниках космических, да, кстати, они связаны с именем этого института. Также хочу вспомнить имя тоже очень интересного человека, Юрия Васильевича Кондратюка. Значит, его имя на самом-то деле мало кто знает, но его имя связано с одним очень интересным проектом, называется проект «Мастодонт». Это элеватор, который был построен где-то в Сибири в 1929 году, сделан огромный такой элеватор. Он сделан абсолютно из дерева и без единого гвоздя. Настолько он был феноменальный инженер, да, он это построил, и также он рассчитал траекторию полета космического аппарата до Луны. И это назвали траекторией Кондратюка. И когда американские космонавты долетели до Луны, они использовали вот эти его расчеты, его калькуляции и так называемую траекторию Кондратюка. И когда, значит, выступали об этом, рассказывали пресс-конференции, все впервые в России, в Советском Союзе узнали, что, оказывается, жил такой человек, обычный инженер, очень далеко в глубинке, который рассчитал эту траекторию. Да, никто об этом не знал даже, да, так сказать. Его, кстати, расстреляли за то, что он построил, значит, огромный этот элеватор, да, для зерна, для хранения зерна без единого гвоздя. Сказали, что это было очень злодейское намерение, да, так сказать, сделать обструкцию развития социалистического строя, да, так сказать. Но этот элеватор стоял до 2015 года, он сгорел потом. Ну, чисто ребята играли, да, так сказать, и это огромное деревянное сооружение было настолько крепким, что оно стояло очень долгое время. И немножко хочу рассказать, да, очень быстро, вот вторую презентацию. Да. Дальше пойдемте. Так, еще дальше. Все движение, да, так сказать, основано на так называемом jet propulsion, да, так сказать, это то, что похоже, когда вот двигаются морские обитатели. Вы знаете, что это такое, да, так сказать, каким образом происходит движение и космического аппарата тоже. Следующий слайд. Да. Этот метод использовался очень давно, китайцы это изобрели, потом, значит, использовались во время Второй мировой войны, когда немцы использовали фау, да, так сказать, чтобы обстреливать Лондон. Это знаменитые тоже наши ракеты «Катюша», которая была уже 1939 года использовалась, да, так сказать. Но чтобы, например, рассчитать это, да, так сказать, понадобился гений великого Зельдовича. Зельдович — это невероятно талантливый, гениальный ученый, наш советский, российский ученый, который ни один день не был в школе, да, так сказать, он нигде не учился, да, и
жил такое очень сложное время, гражданская война и прочее. И он очень где-то в возрасте 12 лет посетил просто завод и обнаружил, и на заводе он спрашивал разные интересные вопросы, спрашивал у людей, да, так сказать. И потом выяснилось, что настолько это были интересные вопросы, и говорят, этот мальчик какой-то странный, да, так сказать. Его отвели к директору завода, и он с ним поговорил и сказал, так это же он знает все, вот ему 12 лет, а он все знает, да, так сказать, настолько он потрясающий. И повели его к академику Йоффе. Академик Йоффе сказал, да, надо его взять к себе в институт, чтобы он стал лаборантом. Он стал там работать лаборантом, но у него никакого образования не было, да, он в школу не ходил, да, так сказать, сам где-то чего-то научился. Потом все стали думать, да, нужно ли ему поступать в университет. И было решено, что ему нельзя идти в университет, иначе мы потеряем его талант, его гениальность. Да? Мы сделаем так, что все его замечательные мысли и прочее, они могут быть просто, значит, в какой-то капсуле или, как говорят, да, так сказать, футляр его заткнут, да, так сказать, то есть и он будет очень в таком нехорошем состоянии, не может дальше развиваться, да, так сказать. И было решено, что ему сразу присвоят звание доктора наук, да, так сказать. И вот очень молодой парень, да, так сказать, лет 18, что ли, стал доктором наук, да, так сказать. И вот как раз он рассчитал в течение одной недели, значит, проблему, которая связана с так называемой теорией взрыва. Да? Никто не знал, что происходит, когда взрывчатое вещество больше 10 килограммов, да? Каким образом оно будет взрываться. И вот он рассчитал в течение одной недели все это. Теория взрыва используется везде сейчас, как раз вот для таких, значит, приборов, какие мы называем ГРАД и прочее, да, системы залпового огня. Следующий слайд. И примерно такой же механизм, да, используется для того, чтобы запускались наши ракеты. Это обычная наша историческая отечественная история, которая связана с тяжелыми ракетоносителями, да, так называемые launch vehicles, да, которые здесь, фотографии которых вы здесь видите, это Союз, Сатурн, да, Электрон, это такая коммерческая тема. Следующий слайд. Значит, происходит всего очень быстрое, 300-900 секунд, да, до того, как достичь до, значит, космоса. Да? То есть это на самом-то деле процесс очень быстрый. Следующее. Значит, история очень простая, да, так сказать, как мы говорили, в 1957 году, в октябре, 4 октября, первый искусственный спутник, да, был отправлен на ближайший космос, да, так сказать, он начал испускать звуки, да, и первым человеком, который его зарегистрировал, был человек где-то здесь, в Нюрбинском районе, да, и это очень тоже известный факт, что и в Якутии радиолюбитель первый человек, который сумел уловить вот этот сигнал спутника-1. Первый человек в космосе — это Юрий Гагарин. День мы празднуем этот замечательный. Первый человек, который вышел в открытый космос, Алексей Леонов. Это было в 1965 году. Первый человек, который ступил на поверхность Луны, Нил Армстронг, да, так сказать. Ну, потом вместе с ним Базз Алдрин и Майкл Коллинз. Это было в 1969 году. Как раз, значит, люди вспоминают, да, так сказать. Был замечательный день, да, это 20 июля, и Луна была полная. И люди смотрели и говорили, кто-то там ходит, да, на поверхности Луны. Неужели это правда, да, так сказать? Это воспоминания людей, которые в то время, значит, как раз вспоминают об этом известии, да, которое они получили. Следующий слайд. Да. И вот первые луноходы, видите, да, это наш советский, российский, да, так сказать, изобретение луноход. Он долго ходил там, почти целый год. Потом, значит, первая орбитальная станция «Салют-1», используемые многократно, да, космические корабли, это шаттлы американского производства в 1981 году. И миссия первая на Марс, которую как раз сделали американцы, российские, советские, наши, значит, марсоходы мы так и не смогли сделать, да, так сказать, но зато у нас был специальный ровер, который катался по поверхности Венеры, да, и сделал очень много замечательных фотографий. Следующий слайд. Можете нажать, да, так сказать, там есть где-то. Вот здесь кнопка там есть, да. Посмотрим, да, небольшую историю, как это было. Нет никаких легких путей к звездам, да, было сказано Сенекой молодым, это очень известный философ римский.
Начиналось тяжело, много было проблем. 28-й год. Особенно в этом немцы много чего сделали. Американцы пытались, 37-й год. Фау-1, да? Фау-2. Страшное разрушение Лондона. Первая фотография с космоса. Это уже наши баллистические ракеты. Первый спутник-1. Отто фон Браун. Гагарин. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal Терешкова. before this decade is out of landing a man on the moon and Леонов. returning safety to the earth. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Аполлон 11, человек первый в космосе, на Луне. Фотография Венеры, Марса. Voyager 2. Несчастный случай такой ужасный. Мир. Телескоп Хаббл. Солнце, Луна, Земля, все наши планеты и огромное количество разных галактик, бесконечное количество. Где-то есть похожая планета на нас, да, по условиям, но там могут быть совершенно разные существа, да, не похожие на нас, потому что то, что мы появились, да, так сказать, это может быть совершенно случайностью. Да. Следующий слайд. Это наша знаменитая международная станция, да, космическая, большой проект, много миллиардов, значит, построили, летает, она видна очень ярко так. Следующий слайд. Да, те вот космические объекты, которые летают, это объекты, в которых находятся космонавты, астронавты, во-вторых, это полностью автоматизированные, то есть там никого нет. И как раз больше всего мы так думаем, да, так сказать, скорее всего, будущее будет абсолютно без человека, да, скорее всего так, да, потому что очень дальние расстояния и прочие тяжелые условия, легче и экономнее отправлять без людей, да, получается так. Следующий. Да, для чего нам нужно, да, так сказать, такие исследования? Это, как мы говорим, для науки очень большое значение имеет. Многие вещи, которые были использованы для космических исследований, они сейчас применяются у нас, да, так сказать, технологически. Даже вот такие покрытия, как тефлон и прочее, да, это все, что было как раз изобретено для использования в космосе.
коммуникационные средства, да, то, что мы видим по телевидению и прочее, это все передается через космос. И сейчас очень удобно, да, когда существует, например, используется интернет, да, кстати, через передающиеся через как раз Илон Масковские маленькие вот эти, значит, сателлиты, да, которые, да, кстати, изменения, которые происходят на Земле. Это все очень важные моменты. Следующий слайд. Да. Огромное количество денег использовано, да, так сказать, и прогнозируется, что их будут практически миллиарды и миллиарды, скорее всего, ближе к триллиону долларов. Следующее. Это количество спутников, которые находятся сейчас как раз около земной орбите. Их более 5000. Из них большинство это спутники коммуникационные. Следующее. Для чего это все нужно, да, какие вот появляется огромное количество сейчас компаний, которые из частного сектора, и они утилизируют все те открытия, которые связаны с космосом. Следующее. Да. Правительственные и частные, да, так сказать, есть очень хорошие проекты частных, да, SpaceX, Nanoracks — это очень маленькие мануфактурные проекты, которые используют совершенно миниатюрные сателлиты или спутники. То есть на самом-то деле космос становится исключительно интересным местом для исследований, также для коммерции и бизнеса. Следующее. Да, используется много, вот Falcon 9, например, да, так сказать, Electron, многоразовое использование. Следующее. Также мы помним Virgin, да, так сказать, авиакомпания Virgin, да, сделала Virgin Orbit, да, так сказать, пытается разными способами сделать легкими, значит, выпуски вот таких спутниковых систем, допустим. Следующее. Также кубсаты, да, кубсаты — это очень большое такое популярное и перспективное направление, которые сейчас используют. Дело в том, что строить большой спутник очень дорого, тяжело, и даже выпускать его тяжело. А если сделать много маленьких, то хотя они недолго живут, но дают также огромное количество информации. То есть мы можем просто большим количеством этой информации, да, так сказать, добиться очень больших таких результатов. Следующее. Это, значит, группировки различных спутников, которые могут быть использованы у нас, да, так сказать, для того, чтобы собирать информацию в огромном количестве. Дальше. Следующее. Да. Можете включить, да, так сказать. Это небольшой такой видеоклип о том, как используется сейчас, например, ну, это на английском языке. Но я понимаю, что сейчас многие люди уже знают по-английски очень хорошо. LP-WAN can send small packets of data hundreds of kilometers, far enough to reach CubeSats in space. These cost less to build and launch, but still orbit the Earth clear. Ну вот как раз как работает кубсаты, да, так сказать. Очень много информации передается из Земли совершенно маленьким таким спутником, да, такие маленькие размеры. Но несмотря на свои размеры, они работают спокойно. Можно использовать все эти вещи для очень таких обыденных вещей. Например, как смотреть, да, так сказать, изменения, значит, очень микроклимата и прочее в полях, да, так сказать, как можно очень эффективно орошать поля. Значит, получается так, что каждый такой маленький спутник, он 15 раз, да, летит как раз вокруг Земли в течение суток, дает очень много информации. Короче, весь процесс — это сбор данных, да, так сказать, ну и, соответственно, анализ этих данных. Внизу находятся так называемые центры управления, центры получения информации. И передаются данные. Как мы видим, это такой процесс огромный, да, так сказать, где используется очень много участников из разных стран. Потому что космос — это такое огромное пространство, которое мы не можем разделить, да, между государствами. Это должен быть такой совместный проект.
providing connectivity every 5 minutes or so. Это вот, например, одна компания отправила 240 своих маленьких спутников и дает очень такую хорошую работу, хороший такой сервис. Our devices have a GPS locator and an algorithm to calculate when a satellite is in range. This device has temperature, pressure, humidity, Вот температура, давление, влажность, да, и движение, все мониторится. И, естественно, это все open source, да, так сказать. Ну все, на этом я завершаю, да, так сказать, и хочу представить своих коллег, да. Вот, здесь Тимур Илларионов. Тимур Андреевич у нас, значит, является таким инженером, который руководит лабораторией космической инженерии. У нас Малая академия наук. Это такое у нас очень перспективное направление, где ребята занимаются созданием роботов, которые могут быть использованы для перемещения на поверхности иных планет, например, Марса. Вот он занимается проектом Perseverance, это создание ровера, да, который двигается на поверхности Марса. Очень интересный такой проект, получил грант и прочее. И также он вовлечен в большой проект, который связан с запуском малого космического спутника, да, который мы пытаемся сделать здесь. И также практически управлял всеми процессами здесь по запуску стратосферного зонда. Это очень важное такое событие. Впервые в Якутии мы это сделали, да, так сказать. Что самое удивительное, это школьный проект, да, так сказать, и Малая академия наук смогла это сделать, да, так сказать, ну, не университет, никто, а такой небольшой проект, но очень интересный, потому что ребята запустили этот зонд высоко на 31,5 километров, 31 километр 500 метров. Это фактически нижний космос, да, и достигнув такого уровня, значит, стратосферный шар, который там был, да, заполненный гелием, взорвался. Как раз есть такой очень красивый, значит, видео, да, как он взрывается. Есть, да, можешь отправить, нет? Не знаю. Да, ладно. Потом это самое сможем сделать, да, так сказать, ну, потом я скажу. И у меня, значит, здесь по левой руке Артем Александрович Мардин, да, обучающийся, кстати, школы, 10 класс, это физико-технический лицей имени академика Ларионова, занимается космическими проектами уже с 5 класса, что супер замечательно, и сейчас он является одним из главных лидеров, да, так сказать, проекта по, значит, изготовлению и запуску малого космического аппарата, что очень важно. И также он сделал хорошую работу. Это, значит, модель и как раз тестирование и прочее, да, так сказать, энергоэффективности в кубсаты, да, так сказать, получается. То есть использование батарей настолько эффективным способом, чтобы сделать так, чтобы их, значит, пространство, которое они занимают, стало меньше. Да? То есть таким образом полезная нагрузка будет больше. Дело в том, что каждый грамм, отправленный в космос, стоит очень много. Да? Если мы сможем оптимизировать батарею, то мы можем в наш маленький спутник вложить больше разных сенсоров и прочее, таким образом достигнем максимальной эффективности, получается, по инженерным проектам и прочее. Это все очень глубоко такой математический процесс, много моделирования, много данных, ну и, соответственно, много электроники, схемотроники и прочее. Это очень большие, на самом-то деле, исследования. Нужно очень много, как говорится, мозговой деятельности, чтобы достичь этого. И, кроме того, очень много инженерных моментов, да, так сказать. И вот как раз Артем награжден многими, значит, известными наградами, да, так сказать, в конкурсах и конференциях, которые проводились в разных странах. Но я хочу вот отметить несколько, да, так сказать, это один в Иране происходил, это знаменитый конкурс Авиценна, где он золотую медаль взял, да, и стал победителем недавно китайского конкурса, тоже вот работа уникальная, которая была отмечена там всеми экспертами, за что мы очень благодарны и поздравляем его с этими большими достижениями. Это мы похлопаем, да, ему? Спасибо. Да, ну, я передаю слово, пожалуйста, Тимуру, да, так сказать, Тимур расскажет, как вот, кстати, школьники, да, могут заниматься этими вещами, потому что космос стал ближе, он живет с нами, да, так сказать, и наши ребята создают что-то, становятся на самом-то деле людьми, которые буквально работают и практически что-то делают с космическими проектами. Пожалуйста. Так, здравствуйте. Начну я с небольшого факта, да, то, что
Алексей Леонов, который впервые вышел в космос, он вышел в открытый космос, находясь над нашей республикой. Большой такой факт. И поэтому испокон веков, так скажем, да, то, что наша республика, она как-то вовлечена в космос, то есть мы как-то больше тянемся к нему, как и другие регионы. Например, на нас даже падают ступени с космодрома Восточный от других ракет. И вот тут можно видеть пример. Вот сидит Иванов Карл Артурович, педагог дополнительного образования детского технопарка «Конториум». То есть он был моим преподавателем, теперь мы коллеги. И, как, кстати, Мардин Артем Александрович был моим учеником и совсем скоро, наверное, будет также моим коллегой. Так, и хочу показать вам, так скажем, как сказал Василий Климович, мы собираемся запустить малый космический аппарат. Первый малый космический аппарат от нашей республики. И вот можно видеть одну из плат этого конструктора, то есть набора малого космического аппарата. Это наша плата полезной нагрузки, полностью собственной разработки. На нем установлены 16 микроконтроллеров, на которые учащиеся всей республики, со всей России, даже, возможно, мира, смогут загружать свои программные коды и работать с датчиками на борту. То есть достаточно интересный опыт для детей работать с реальным космическим аппаратом. И наш космический аппарат, который собирается полететь, он в формате CubeSat. CubeSat — это куб, то есть просто куб, да, и Satellite — спутник у нас. Это, так скажем, увеличенная версия этого аппарата. Это CubeSat 3U, 3 юнита, то есть из 3 блоков состоит, получается. Мы запускаем одноюнитный CubeSat, он будет размером в 3 раза меньше. То есть уже в нем непосредственно устанавливается плата. Это у нас набор не летный, он в космос полететь не может, потому что не соответствует спецификации. Спасибо. Так, это у нас набор образовательный набор для детей. Мы его вот закупили в рамках Космомании. Космомания — это смена в Малой академии наук, которая проводится уже с 2021 года, если не ошибаюсь, да? Вот как раз она больше приурочена к 12 апреля, к празднику День космонавтики. Но, к сожалению, в этом году мы немного не дотянули до этого праздника, потому что смена в этом году, она была проведена международной. К нам приехали ребята из Гонконга, и мы такую провели небольшую международную смену, обменялись культурным кодом и так далее, знаниями. То есть было очень интересно. И в итоге мы запустили стратостат на высоту 31,5 километров и собрали полезные данные. Так, и вот именно вот этот аппарат, он уже запускается непосредственно в стратосферу. То есть это именно стратосат от компании Стратонавтика Дениса Ефремова, который сейчас прыгает на Северный полюс Сил-76 для передачи данных. И, кстати, мы будем с ним сотрудничать и помогать ему передавать данные с его, так скажем, местоположения. То есть это просто набор, то есть каким он поставляется, и уже дети непосредственно сами наполняют его различной полезной нагрузкой. Мы ставили вот на смене Космомания датчики анализа атмосферы, ультрафиолета, то есть разные спектрометры, датчики влажности, давления и так далее. И, кстати, также анализ атмосферы. Если рассказать про Космоманию, то там было 4 направления спутникостроения, которое подразбилось на 3 поднаправления: Mechanical Engineering, Electronic Engineering и In-Flight Dynamics. То есть, соответственно, это механики, которые непосредственно разрабатывают корпус, оснастку, все железо, печатают его, работают на фрезерном станке и собирают весь аппарат. А Electronic Engineering — это у нас разрабатывают платы для интеграции с бортовой электроникой, которая поставляется в комплекте, и пишут программный код для всего этого. И Flight Dynamics рассчитывают траекторию полета, время полета, то, что должно с ним произойти, куда он упадет и так далее. И в итоге у нас аппарат этот приземлился где-то в 20 километрах
от села Чапаево на правом берегу реки Лены, возле там какого-то населенного пункта, не помню, как называется. Так, следующее направление у нас было ракетостроение. Это уже, так скажем, для детей помладше, то есть там есть подразделение на водные ракеты, на твердотопливные ракеты. То есть дети учатся непосредственно уже конструировать сами ракеты, ну, маленькие небольшие модельные ракеты, где-то высотой там 40 сантиметров. Есть варианты побольше, до 1 метра, которые летят уже до 1,5 километров на высоту. И вот дети уже изучают, как, в принципе, вся наша полезная нагрузка запускается непосредственно в космос, как это все устроено, как это работает, и сами пытаются что-то с этим сделать. И в рамках ракетостроения имеется соревнование CAN-SAT, это уже это слово CAN банка, и SAT Satellite, спутник в банке дословно переводится, то есть он спутник весом 350 грамм должен поместиться в банку из-под газировки 0,5 жестяную. И там уже полностью свобода действий, можно установить все, что ты захочешь, и получать непосредственно какие-то полезные данные. Так, следующее направление было у нас... Да, дистанционное зондирование Земли. Это ребята занимаются анализом снимков со спутников, то есть они их принимают, фильтруют, оцифровывают и так далее, так далее, так далее, и уже понимают там то, что находится в разных в спектрах света, то есть анализируют инфракрасный, ультрафиолет и так далее, то есть все снимки получают, анализируют, и то и изучают там что-нибудь. Например, есть проекты по обнаружению незаконных карьеров у нас в республике, у нас там был один такой небольшой проект у ребят. То есть они по спутниковым снимкам находят незаконную добычу по кадастру, кажется, да. Так, и последнее направление у нас было атмосферные исследования. Да, это у нас пришел педагог из Института космофизики имени Шафера из нашего города. Он преподавал детям про анализ атмосферы, то есть они поставили на улице антенну для приема коротких волн, и то есть анализировали, какие у нас там излучение приходит из космоса, какой энергии, какие именно частицы происходят. И как раз Малая академия наук, корпус Малой академии наук, который находится в селе Чапаево, находится на месте ШАЛ. Это лаборатория, детектор широтных атмосферных ливней. То есть это какие не ливни, а какие-то обычные дождь, да, а это именно частицы, которые к нам прилетают из космоса. Они это детектируют, анализируют и так далее. Так, и про марсоход, да, наверное. То есть я вот сейчас, к сожалению, да, я не смогу его показать, потому что марсоход, который я уже сделал, он является прототипом. А смысл прототипа — это разваливаться. И он развалился, соответственно. И он, то есть, чтобы найти какие-то слабые места и доработать их в последующем. Марсоход, он как бы включает в себя очень большое количество направлений. Это механика, электроника, программирование, машинное обучение и так далее, машинное зрение. И вот, то есть, собрав большую команду детей, можно будет разбить их на группы, и чтобы они работали с этим марсоходом. Это модель у нас марсохода Perseverance, который сейчас действует на Марсе в масштабе 1 к 4, то есть около метра в длину. То есть полностью его копирует, подвеска, камера и все научное оборудование. Так, наверное, пока у меня все. Спасибо. И вот у нас немножко времени осталось, да, я хочу передать слово Артему Александровичу, да, так сказать, как вот поиски были того, значит, аппарата. Всем здравствуйте, я Артем, и я занимался в рамках космомании именно поиском спутника, получается, как Тимур уже сказал, у нас спутник упал в радиусе 20 километров от Актенцев, потому что мы запускались прямо возле корпуса УЛК-МАН. Вот. И вообще, на самом деле, спутник во время всего полета своего отправлял данные о его местоположении, о его геолокации, и за счет этого мы с огромной точностью, буквально до 3 метров, нашли его. То есть нам просто спутник прямо перед тем, как упасть, скинул геометку, где он находится. Мы такие почесали голову и такие, вот туда мы и поедем. Буквально просто в GPS ввели координаты и просто поехали. Я думаю, вы понимаете, что вот в Актенцах 20 километров куда-то в лес, в тайгу, это вообще страшно непроходимые дебри.
И поэтому у нас на это ушло 1,5 часа в одну сторону, 1,5 часа в другую. Ну, нашли, в принципе, без проблем, и спутник очень хорошо показался во время полета, передавал данные, весь полет активно очень, и у нас получилось снять огромное количество очень красивых кадров. Вот. Дополните что-нибудь. Ну и эта смена была очень интересной, потому что там были дети из другой страны, да, из Китая, точнее из города Гонконга, из школы для одаренных детей. Как раз вот такая команда очень сильная, и дети с инженерным таким, значит, образованием, да, так сказать, также ребята, которые были участниками международных олимпиад по физике, по математике, участники, призеры, победители, да, так сказать, то есть очень высокий уровень, значит, наших партнеров из Китайской Народной Республики. Ну и совместно, значит, они работали. И самый последний момент оказалось, что было очень трудно все собрать, чтобы тестировать, да, так сказать. Получилось так, что многие аппараты, значит, не смогли вовремя сработаться, да, так сказать. И ребята где-то, наверное, 3 суток даже не спали, да, был такой момент. Вот. И в конце концов даже пришлось перенести запуск этого стратосферного зонда еще на 1 день, чтобы все завершить, да, так сказать, но очень достойно все завершили. Но что вот меня как раз хочу сказать, да, так сказать, что настолько феноменальная работоспособность, да, людей и наших вот юных исследователей, да, так сказать, конечно, потрясает, и такое вот желание довести дело до конца, это вот достойно такого уважения. И это было сделано, да, так сказать, замечательно. Ну и хочу сказать, что вот у нас есть проекты на будущее, да, скажите, вот что у нас намечается относительно нашей вот этой программы по МК. Ну, получается, к декабрю планируется запуск спутника, который делает якутские аэрокосмические системы. Вот платы представлены, Тимур нам о них рассказал. И вот его огромное преимущество будет в том, что именно образовательное, получается. Ребята смогут именно зашить свой код, который они написали, на настоящий спутник. То есть это будет уже не теория, а настоящая практика. И получить данные с орбиты, что, ну, конечно, намного интереснее, чем просто, когда ты программируешь какую-то штуку, которая у тебя на столе лежит. Вот, и запуск планируется к концу 2024 года. Да. Естественно, это очень такой сложный проект, много денег стоит, да, так сказать, и нам как раз помогают наши партнеры, да, так сказать, очень благодарны компания «Алроса», которая помогает через Целевой фонд «Будущее поколение», также национальной нефтяной компании «Роснефть», которая как раз позволила все это сделать, да, так сказать, в своих лабораториях, которые они построили для нас. И также у нас имеется Центр управления полетами. То есть это очень сложная аппаратура, которая здесь закуплена, поставлена, работает. И она делает таким образом полное покрытие, да, так сказать, на территории нашей страны, России, всех спутников, которые летают над поверхностью нашей страны. То есть имеется в виду на высоте космической, да, так сказать, которая вот как раз находится и над нашей территорией. Да. И получается, что многие компании, организации, да, обращаются к нам, чтобы данные спутники, да, так сказать, они смогли все время беспрерывно мониторить. Да, потому что где-то рядом с Якутией у них находится зона, где прерывается связь, да, так сказать. И Малая академия наук у нас, находясь в селе Чапаево, дает такую возможность, да, так сказать, полного, без, как говорится, полностью бесшовного покрытия по всей территории Российской Федерации. И были замечательные такие моменты, когда нам удалось, да, через наш СУП, через наш центр управления поменять орбиты некоторых спутников, да, которые оказались в состоянии, значит, таком невыгодном, значит, они стали, например, некоторые стали очень сильно вертеться, да, и благодаря программе, которые были отправлены с нашей станции, да, так сказать, мы смогли полностью изменить их траекторию полета, да, так сказать, и возвратить их в реальное идеальное положение. И таким образом сохранить многомиллионные, значит, вложения, которые сделали ученые или компании, когда работали с данными спутниками. Также вот были спутники, которые летали над Австралией, да, так сказать, допустим, и эти изменения были тоже, значит, запрограммированы и отправлены с нашей станции, да, так сказать, и они смогли тоже изменить их траекторию и таким образом помочь
этим спутникам вернуться на реальную функциональную орбиту, которой они были предназначены. Таким образом, вот все это так работает замечательно. Да, мы по времени вложились, да, получается? Да. Спасибо. Большое спасибо, Василий Климович, Тимур, Артем, за то, что вы рассказали. Для нас это, наверное, совсем другой мир, да, ребята? Вы ведете очень такую большую, конечно, огромную работу, которая, конечно же, войдет в историю человечества, в том числе и космоса. Да? А сейчас вот ровно в 10 часов по Москве мы подключаемся к прямому эфиру. Павел, можно, пожалуйста, подключиться? Здравствуйте, уважаемые гости, а также зрители, которые смотрят нас в сети интернет. Мы рады приветствовать вас на ежегодной конференции президентской библиотеки, приуроченной ко Дню космонавтики. В этот раз мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения первого человека, совершившего полет в космическое пространство. Разумеется, речь про Юрия Гагарина. В ближайшие 2 часа будут наполнены актуальными докладами наших уважаемых участников. Ну а модерировать сегодняшнюю конференцию для вас будут научный сотрудник президентской библиотеки Софья Байбурина и студент Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения Роман Сережин. Хотим представить аудиторию, собравшуюся на Сенатской, дом 3. Это представители Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики России, офицеры и курсанты Военно-космической академии имени Можайского. А также студенты Балтийского государственного технического университета военмех имени Устинова. Также студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, а также Российского государственного гидрометеорологического университета. Хотим поприветствовать наших зрителей из Барнаула. Также мы знаем, что они смотрят, они также будут смотреть доклады, очень интересные. Ну и, конечно, школьники и студенты, которых собрал штаб общественной поддержки Алтайского края. Для приветственного слова к собравшимся с удовольствием приглашаем генерального директора президентской библиотеки Юрия Станиславовича Носова. Аплодисменты, прошу. Добрый день, уважаемые участники и гости конференции. Приветствую всех от лица руководства управления делами президента Российской Федерации и коллектива президентской библиотеки. Проведение конференции «День космонавтики» президентской библиотеки уже стало доброй традицией. Сегодня она проводится в юбилейный 10-й раз. В наших фондах содержится большое количество материалов, посвященных космонавтике. Часть из них собрана в коллекцию «Открытый космос». В прошлом году в рамках подписания соглашения госкорпорации «Роскосмос» нам было передано рассекреченное дело Юрия Гагарина. Сегодня многие материалы из этого дела интересные будут вам показаны, и об этом будет отдельная дискуссия. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, интересных открытий. Спасибо за внимание. Спасибо. Напутственные слова к участникам конференции сейчас произнесет герой Российской Федерации, летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко. Доброе утро всем участникам конференции, всем гостям конференции. Я с огромным удовольствием от имени отряда космонавтов поздравляю всех участников с нашим прекрасным праздником 12 апреля, День космонавтики. Это действительно праздник не только космонавтов, это праздник всей страны, потому что частичка, наверное, каждого гражданина нашей великой страны, хоть немного, частичка труда, хоть немного, но вложена в этот праздник. Все мы космонавты нашей планеты Земля. Я всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Еще хотел бы сказать, что очень приятно, что эти слова мне сегодня довелось произносить отсюда, из президентской библиотеки, знакового места не только для нашего Санкт-Петербурга, родного города, но и для всей страны. С праздником вас, дорогие друзья! Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, видео приветствия ко Дню космонавтики записал российский экипаж МКС. Внимание на экран.
поздравляем вас с Днем космонавтики. В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю. И мы горды тем, что, развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками. Помня о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, мы не забываем и о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь то, что задумывали наши великие конструкторы. Находясь здесь, в сотнях километров от Земли, мы благодарим за труд и искренне поздравляем с профессиональным праздником всех, кто сделал возможным наш полет в космос и полеты наших коллег. Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений. С праздником, друзья, с Днем космонавтики! Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Также мы хотим добавить, что сегодняшнее наше мероприятие транслируется в прямом эфире на портале президентской библиотеки, на канале библиотеки в Рутуб, а также в официальных группах ВКонтакте и в Одноклассниках.